Здорово всем. Вот так вот. Всем доброго дня. Уважаемые подписчики, осталось 2 сутки. 2 сутки до начала розыгрыша. Здорово. Я только что закончил распечатку, все покрутил. И баночка вот так. Привет, Магданам. Ни больше, ни меньше. Ну, где-то вот так. Так. Пока не забыл. Сегодня... Так, сегодня отправил Алексей Иванович Д. Купил 10 билетов, но не написал номер свой. Отзовитесь, Алексей Иванович Д. Напишите, пожалуйста. Добрый. Да, ну, в следующем лоте, в следующем раз обе будет в темном. Не расстраивайтесь, ребят. Так, ну вот, Алексей Иванович приобрел 10 билетов и забыл написать номер. Вот. Ну, будьте добры, кто и пускай покажет чек к оправке, подтвердить, без проблем, исправим. Что еще могу сказать сегодня? Некоторые люди только-только начинают и спрашивают, что за лот, что такое, давайте лучше мне продайте и так далее, и так далее. Я им терпеливо, надо сказать, объясняю всем. Отправляю видео на родном, отправляю видео на русском. Вот. И они понимают и приобретают билеты. Вот. Сегодня еще одним новостям могу сказать. Заказы делаются по графику. Пока отклонений нет. Сейчас уже в ножнах 3 штуки. Вот. И неделька вроде только начинается, но уже середина, уже пора чуть-чуть поднажать. Что касается вчерашнего разговора, поступило 2 заказа. Все январь, в начале января получат с такой договоренностью. То есть это означает одно, что люди уже знают, да, уже не успеть, это уж точно, но уже, как говорится, пока финансы на руках, управляют, заказывает. Вот. Также вы можете, те, которые желающие, конечно, дело добровольное, заказывайте. Вот. Еще что-то хотел сказать. Ну, давайте спрашивайте, а то чуток подзабыл. Так, еще один вопросик прозвучал. Так, правда ли это? Розыгрыш 20:00 по местному времени. Да, это правда.
И даст Бог, сегодня свет ушел. Надеюсь, 20-го не уйдет. Надеюсь, интернет будет, связь будет. И YouTube не подведет. Благодаря все будет, надеюсь, на нашей стороне. Тогда все пройдет гладенько. Я так думаю. Вот. Так что будьте добры, 20-го 20:00 будьте на канале. Мы прямо там узнаем победителя. Прямо там позвоню. Расскажете о себе, сколько приобрели. Так, и у меня тут все записано по полочкам. Если человек не берет трубочку, могу сказать, сколько он купил билетов и так далее. Так, хочу обратить внимание господам иностранцам. Ну, в основном русскоязычные наши соотечественники живут за рубежом. И они тоже сегодня одним, надо сказать, очень культурным, благородным клиентом ознакомился. Зовут его Виталий. Заказывает 2 ножа. Сам живет в Германии. Хобби у него. Делает из кожи все что угодно. Вот. И в основном, что самое уважительное, на мой взгляд, профессия сварщик. Мир держит не Трамп, не Путин, а скотч и гвозди и сварочный шов. Всего на 3 деталях, 3 предметах держится весь мир. Нет, насчет кого не учел, такого нет. Повторюсь, все перепроверяю, проверяю, потом только печатаю. Сколько надо, столько и распечатал, столько и засунул. Все делаю один, никого не подпускаю, никто не приходит, не уходит, никто не помогает и так далее. Это мои изделия, это мой конкурс, это мой канал, вы мои гости. Так что я своим клиентам и подписчикам моего канала я здорово, со всем уважением отношусь. Хочу это доказать, ну, надеюсь, так и будет. Вот. Так, и сегодня еще был вопрос задан. Хотят участвовать, но не успевают по каким иным причинам. Можете ли вы продолжить этот конкурс? Ну, все понимают. Сейчас уже в данный момент нас уже стало 127. Кое-кто сейчас только сбросил. Ну, 120-130 человек. Вот. Обладателей номеров. 130 человек. Вот. Из них только 2 билета. Может, один номер дважды. Это вполне естественно. Некоторые покупают. Рекорд пока не побит. 51. Некоторые 30, некоторые 20, некоторые 10. А кое-кто 1. Вот. Некоторые 13. Тоже есть такое. Некоторые добавляют чуток. Заинтересуются. Добавляют. Это увеличивает свои шансы. Это правильное решение. Но осталось всего ничего. Поспим, проснемся. Уже сутки остаются. Вот. И как провести на барабане.
сначала решил, сказал в тех видео, сюжетах, эпизодах, которые внизу. Нет, я буду доставать из банки. Я тут подумал, слишком накладно будет это найти, то найти, покрутить, и исчезнет там, где-то я там буду, звук будет слышен, не слышен, я чуть-чуть глуховат, или пользователи, подписчики чуть-чуть глуховат и так далее. Да, выздоровел, спасибо. Вот, так что все будет прямо тут, прямо здесь, в таком формате. Банк входит, но рука там не влезет, это очень точно. Я тут приготовил инструментик. Это покажу только 20 числа. И использование этого инструмента, на мой взгляд, очень справедливый. У всех, возможность будет у всех попасть в этот инструмент, скажем так. Но интригу буду сохраняем интригу, короче. Ну а так эффективный, очень бесспорный, на мой взгляд, без никаких этот, не этот. Берет только один билет, инструментик мой. Вот и все. Тот самый победитель, тот самый желанный билетик тут где-то. Найдем парочку, возьмем парочку и все. А насчет продлевания такого конкурса, скажем так, подумаем, почему бы и нет. Дарите радость людям, это хорошо же. И до последнего буду держать интригу. 20-го посмотрим, сколько билетов продано, сколько на счету поступило. Все покажу. Без никаких. И посчитаем, что да как. Ну, вы конкретно, я уже знаю. Но коли нет вопросиков у 25 зрителей, закругляюсь. Привет. Пора, как говорится, поспать. Задавайте вопросы, если есть. Спрашивайте. Привет Украине. Здорово. Да. Если один номер сразу двоих, повезло ему. Какой проект? Серго. Любейске. Якутский праздник 2 дня или что? Магдан, я не понял. Якутский праздник через 2 дня, наверное, у нас только. Прямой эфир, ага. Нож на выставку и нож. Нет, не отличается. А вот сейчас какие? Вспомнил. Вчера закончился эфир экстремально. Тут у меня термичка была. И сегодня неизвестный номер пишет мне, какой-то гражданин иностранный хочет разузнать. Бадаи. Про выставку, которая пройдет в феврале, ко дню
защитника Отечества, Дархан Нус юбилейный. Хотят получить информацию, гости хотят приезжать или мастера хотят участвовать в этом, насколько я понял. Вот. Так, и девушка пишет мне в городе, из города Якутска, из гостиницы «Полярная звезда». Тут спрашивает, у нас погостил один гость, иностранец, хочет узнать, какого числа пройдут выставки Дархан Уз. Ну вот, лично я поприкинул тут, встреча 23 февраля 2019 году, получается 18-19 февраля 2019. По дате так получается. А это где будет или точно в эти числа будет, пока неизвестно. Это решаю не я. У нас есть союз кузнецов Якутии, у нас есть председатель, исполнительный директор, замзам и так далее, так далее. А мы просто простые работяги, члены союза кузнецов. Вот так. Так что просто я сам прикидываю, такого числа возможно. Будем знать только в 2019 году. В середине января, наверное, точно будет известно, какие даты и где пройдет. А обычно бывало все эти 10 лет кружало Амосово-1 в старом городе. Но в прошлом году и позапрошлом году очень много кузнецов было. Вопрос несколько неуместный. Конкуренция, если кто видит конкуренцию, Бадая есть Бадая. Тут, ребята, очень просто. Коли ты это умеешь, молодец. Коли ты не умеешь, знаешь свое место. Знаешь, ты сам знаешь. Не рисуешься там, не прыгаешь, не летаешь. Нет, ты это умеешь. Я не умею. Ну вот, нашел свое место. А если ты это умеешь, и ты лучше его знаешь, и ты лучше этого делаешь и будешь делать, они знают. Вот и все. Все очень просто. Тут никакого конкуренции, не естественно отбора и такого я не вижу. Вот. Сергей Магадан, ты мне в личку напиши или созвонимся после эфира. Хорошо? Вот. А так, коллеги, я знаю, какой уровень. Да, действительно, очень хорошо делает. Да, очень хорошо делает. Лучше меня делает. Бесспорно. Но я иду своим путем, а не своим. Ведем общее дело. Вот. Держим марку. Настоящие якутские, национальные, надо подчеркнуть. Все. Вот сегодня еще один знакомый по видеозвонку разговорились. Очень культурный, вежливый человек, хочет заказать и путается. Линза или прямой спуск, все-таки настоящий. Но я ему первым же предложением сказал: у вас слишком много мусора информационного в голове. Да, меня запутало, я не знаю, там, давай из ваших уст хочу услышать. Ну, я ему объяснил. Да, есть линза у якутского ножа.
27 видов, из них 2 с линзой. Одно для приготовления посуды деревянной, другой для обдирки шкуры сухой, чтобы одежду и так далее делать. Еще второй вопрос прозвучал у него в письменном виде. Эвенский нож. В чем разница якутского и эвенского ножа? Ну, в интернете покопайтесь, ребята. Там найдете и тундровый, и якутский. Скоро будет из мамонтовый, холодный, или сурово-северный, или, я не знаю, там, инопланетянский, арктический. Все что угодно можно придумать. Но если просто логически разложить по истории, а мы историю знаем, мы тут живем, наши соседи туда-сюда тыщут, другая, десятая, мы знаем, что да как. В тундре нет металла, в тундре есть бивни. Кузнецов не было, спрашивает, было ли там кузнец, были ли. Они все кузнецы. Попробуй, приходи там на оленях, пешком, на лошадях. Былые времена, я имею в виду. Приезжайте там. Ага, посчитаем просто напрямую, грубо говоря, 6, 4. Ну, давай, 2000 километров. Попробуй. За ножом. Здесь, в Центральной Якутии. На лошадях, на быке и так далее. Смысл? Ну вот. Придется самому делать. Из подручных средств. Ну вот. Когда Вторая мировая была, тут был перегон самолетов натовских, ну, америкосовских. Все знаем, да? Тут через Аляску перегнали много самолетов, и там упали, и тут упали, винты пошли из ножей. Материал там, с неба там упал. Из него изготавливали, да, просто. До сих пор ходит легенда из болта вертолета. И получается отличные ножи, не спорю. Есть такое, да. Ну откуда взять-то железо? Плавить никто не знал, не знает. Если знал инструменты и так далее. Но, честно говоря, ребята, когда в 16-м, по-моему, да? Или 17-м. Эрахат. Был в Сыгулонко, в Верхоянском районе, городе Верхоянске. Приехали, прилетели, очень радужные, встретили нас. Снег идет, мокрый снег. Лето же, по идее, лысых. Снег идет, а тут девчонки 7-8 классы баннером на футболках, бейсболках нас встречают. Замешаны такие, а мы так учу. Сразу такое радужное настроение, нифига себе. Потом пошли, через аэропорт встречали свои, поздоровались, и нас заселили в школу. Очень хорошая школа, новая. Если кто видит, земляки из Верхоянского, знакомые или сами верхоянцы, привет огромный, я им очень благодарен. Я только начинаю разговор. Во-первых, воздух горный. Вообще хороший такой, мощный такой. И прохладный, и то. И погода меняется буквально через полчасика. Солнышко, жара. Через полчасик снег идет. Вообще красиво. А мы едем, вроде туман, а это не туман, оказывается облако на автобусе. И сопровождающая женщина говорит, обратите внимание на село. А там внизу, оказывается, есть деревня из 200 человек. Привет. Классно было. Ну так, приехали мы в школу. Там тоже очень радужно встретили нас. А нас, кузнецов, было 38. Чисто кузнецы.
и дарханы, и мастера, и молодые, все. Но какой из их без кузнеца? Когда кузнец начинает ковать, наковальный звук и наковальни открывает цех, потом варган, хомус национальный, звучит, потом осохай и так далее, и так далее. По сценарию так. Приходим. Земля-то у них почва вот так, остальное камни. И речки там бурные, каменные. Вроде лужа, прямая. Как мы приехали через сутки, там в горах дожди. Потом уже дороги смело, оказывается. И много поселков, которые должны были участвовать в таком огромном мероприятии, не пришли. И они там, у них техники-то не очень много, чем в центре. В основном на лошадях. Так много лошадей я в жизни не видел. Так много людей на лошадях приезжали. Вот. Телега и так далее, чтобы устроить праздник. Понимаете? Откуда-то из гор, откуда-то, я не знаю, 270, это близко называется, там 120 на лошадях устроить праздник, который пройдет 48 часов всего. Вообще очень сильные духом люди только там живут, ребята. Красота неизменная. Вот. Поселили нас в одном большом классе. Все кузнецы на раскладушках. Нормально там. Тепло, не тепло. Все настроения, одушевленные такие. Ах, вот так, ах, вот так. Ну вот, поужинали, лежим. И вдруг приходит мысль. А почему бы... А я слышал, у них там самый-самый хороший музей северный. Самый богатый истории. И там работает самая пожилая, простите меня, имя забыл, стыдно, честно говорю, стыдно. Труденица, она сама собирала этот музей и так далее. Я спрашиваю, а где этот самый знаменитый музей? Они говорят, местные сказали, да вон, 200 метров. Мы ожидали город, Верхоянцы, это город, понимаете, город, там много там строений. Оказалось, прямая улица, чистенько все, старинные дома, не раскореженные такие, нет, просто чистенько, стабильно, большие, высокие, но мало домов. Школа новенькая, каменная, и клуб там ремонтировали на новую. Все успели, последнее приготовление, мусор убирают, то все. Всю ночь не спала деревня, все на ногах, даже мы. Вот, пошли в музей. Я лежу и говорю, ребят, давай, может, сходим в музей самый знаменитый. Ну никто не отказался, пошли. А мы все там, единая форма, союз кузнецов, там, футболки и так далее. Пришли, они, оказывается, закрываются в 8 вечера. Собирались как раз при выходе, встретили. Алло, алло, мы к вам. Она так обрадовалась. Стыдно мне очень. Я не знаю, я забыл ее имя. Блин. Ну вот. И там такой музей, ребята. Так все сделано. Действительно очень богатая. Самое интересное, каждая крупинка. Каждый там, я не знаю, там пуговица. Каждый маленький предметик какой-нибудь, детали. Все они знают. Откуда пришло это, какого числа, какого года какой-то купец это оставил, подарил или что-то. Все знает. Вообще конкретно. В Эрмитаже был, и не один раз. Сказали, за час все посмотришь.
Ну, если такой любитель, сутки даем, сказали. Ну, хорошо. Музей как музей. Смотрю, 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 смотрю. Ну, большая картина, ну, красиво. Большие кареты там. А там, не, ребята, вроде усадьба маленькая, вроде домик так себе, двухэтажная, правда. Но так, такой дух, так много информации, настоящие, самые настоящие якутские коровы, ну, там, таксидермия, все животные, самая большая рыба, которую мы поймали, самый последний вид такой птички и так далее, и так далее. И там на втором этаже, по-моему, есть про ГУЛАГ, про репрессию, как трудно им жилось, что делали, какими предметами пользовались и так далее. Честно говоря, очень трудно было смотреть. Хочу материться, но не буду. Еле сдерживаюсь конкретно. А главное, рассказывать со слезами на глазах. Но это понятное дело. Это прадедушка, дедушка, родственники. Почему? Потому что они из них живут, все знают. Каждый камешек, каждый отросток, все знает. Это очень-очень-очень вообще круто. У меня есть такой, ну, обычно, когда едем на выставку, первый день приезда, только есть время, да? Утром прилетаем, с аэропорта домик находим, поселяемся и сразу в музей. Очень хороший музей в Казани, честно скажу. Очень богатый, перед Кремлем как раз. Не очень богатый музей в Алмате. Говорят, очень хорошая была, да, много историй там и много советской власти. И все хорошее там, кроме золотого мальчика, интересно мало уже. Между прочим, кстати, мы там впервые обнаружили, алматинцы, казахстанцы тут есть, нет? Впервые обнаружили, как в входе стоит золотой мальчик, да, которого нашли. Ну вот, там про истории, то там, да, нашлись и так далее. И там, по-моему, с правой стороны находятся тогдашнего времени предметы пользования. И там первым делом, знаете, что мы обнаружили? Якутского ножа. Кованым долом. Но левша. Корни-то одни. Да, тюрки. Уже в школе учишь там история, там, а-ля тополя, лишь бы оценку получить, да, хорошую, желательно. Вот так, когда ты это собственными глазами видишь, совсем другое. Уже понимаешь, где-то я слышал, где-то я это видел, но... В Алмате не один музей смотрели. Современный тоже посмотрели. Так. В Казани очень хороший музей. Повторюсь. Подробно. Вы понимаете, в чем отличие Эрмитажа, всех этих больших музеев, в отличие от маленького поселка, города, маленьким населением, скажем так, музея. Ну, там кто-то рассказывает, там за деньги, я не знаю. Ну, а то, что там, ты не можешь пройти. Так, ну ладно, ага. И там пошел, мишка стоит, ага. Ну, белый мишка, ага. Такое не дадут и не будешь так делать. Почему? Маленький домик, в принципе, да? Все идет так, все так сделано, все родоначально. Ну, сначала природа мать, животные, потом история родоначальников, как это создавалось,
как жили в те времена, каким инструментом использовали. Потом пришло время этих гулагов, репрессий. Какие люди тут были, как они, какие инструменты использовали. Ребята, все вручную делали. Конкретно. Следы молотка, следы, как они точили, все есть. Самое главное, они не дают там на руку подержать и так далее, и так далее. Вообще, такой гордости мы вышли из этого музея. Оказывается, есть люди. Вот за что я люблю свою родину. Не, вообще конкретно. А то, что там на большой земле, как говорится, конечно, очень хорошо, но никто тебе не рассказывает. Ну, вроде так, то же самое проект, да? Как вошел там и так далее, по очередности идешь. И на Красной площади есть хороший музей России. Даже очень хороший. Но там не хватает одного. Отношения. Отношения. Это очень важно. Такого нету. Как в музее, такое и есть. Смотришь, идешь. Ты знаком? Нет. Мона Лиза. А я думаю, такая большая. Нет, ну А4 и все там. Сидит девушка. Все. А вот там, то, что там, вообще пробородина, там такой, ну, даст Бог, увидите. Слава Богу, самолеты там летят. Не самом Верхоянска, а Батагая. Потом уже до Верхоянска, по-моему, 82 километра. Дорога хорошая. Вот. Чуть-чуть отвлекся, конечно. Но про музей это уже совсем другая история. Вот. И там, да, действительно очень хорошо. И мы вышли из музея. Никто не говорит, никто не курит. Школа вон рядом. Идем. Давайте, ребята, оставим после себя следы. Что нам остается делать? Двое суток у нас. Давайте каждый сделает свой предмет, закуем, оставим. Ну, никто с собой клеймо не взял. Вот. Так и решили. Давайте сделаем так. Сами построили там гору. Наковальни там предоставили. Молотки и так далее. Ну, по очереди. Кто ножи, кто другие иные инструменты, кто варган и так далее. Все это мы сделали. Вот. Потом, после эсэха, перед прощанием, мы пошли в музей официально. Все, уже праздник закончился, люди уезжали. Последний рейс мы, кузнецы. Вот. Перед этим мы обязательно пошли в музей и оставили все там. Фотографии, фотографировались и так далее. Вот. На альбоме все записали, свои пожелания вообще. Всего 3 слова написал. Будьте здоровы. Все. Тяжелые условия, конкретно тяжелые. Вот. Ну вот, сказали, обещали другой стенд сделаем. После цеха пришли кузнецы из Якутии, со всей Якутии. Оставили вот такие. И каждое изделие, свои надписи, название изделий, автора. Все там оставили. Но хотелось бы пойти посмотреть, или кто видел, фотографии отправьте, пожалуйста. Ой. Вот так вот. Вот так вот. Ну что, если вопросиков нет, желающих, интересующих только 21, оказывается. Надеюсь, 20 числа будет много. Вот, в прямом эфире. Ну, коли нет вопросов у матросов, или есть?
Так, бодайды уна мега личкова такар. Эдуард, вы откуда железо берете? Какое-то особенное. Так, я сейчас работаю компанией Beller Udrholm, которая находится в Австрии. Филиал находится в Нижнем Новгороде. По-моему, второй год. Вот, второй год ими занимаюсь. Работаю. Вот, партнеры. И австрийская сталь. Вот мой ответ. Beller Udrholm. Ну там, помимо Эльмакса, М390, С390, С960 и так далее. МК, К100 и так далее, и так далее. Все есть там. У них беру, покупаю за евро, рублями не работает почему-то. Ну вот, с того конца света сюда притащил железо, кую, термообработка, потом все сам. Все для того, чтобы получить не прибыль, а делать хорошие ножи. Действительно отличные ножи. За результат я борюсь. За качество. Ну вот, вот такие вот тогда получаются и цены, само собой. По-моему, я ответил. Ладно, ребята, давайте.